Сломай, вот дал тебе железную дай, топ обрез, это согнет. Смотри, ты фотографии, папа. Посмотри, да? И что? И что? И что? Я не хочу это. Ну так делай, работай дальше. Работай, дурачок, получишь скоро значок. Я сейчас спешу. Раз, два, раз, два. Добрый день. Добрый день, уважаемые любители футбола. Мы рады приветствовать вас в сегодняшнем матче 6-го тура женского чемпионата по футболу сезона 2021 года между командами СПК и Футбольный клуб. Мы с нетерпением ждем начала матча, который пойдет в духе честной игры и желаем удачи командам. Помните, что в футболе нет места расизму. Благодарю вас за визит на прямой искреннюю поддержку команд. Важное настроение Владимира Футболова оставалось у нас на высоте. Просим внимательно идти к санитарно-эпидемиологическим нормам на арене и за ее пределами. Пожалуйста, соблюдайте следующие меры профилактики. Как можно чаще тщательно мыть руки делать или обрабатывать их спиртосодержащим средством. Если вы чихаете или кашляете, прикройте рот сотовым локтем. Можно вместо этого использовать озоновую воду, которую необходимо сразу же выбросить. Старайтесь не трогать глаза, нос и рот. Это предотвратит попадание вируса в организм. При общении с другими людьми старайтесь не подходить близко. Сохраните дистанцию не менее 1,5 метра от людей, которые каждый день чихают.
Партнерами и спонсором футбольного клуба «Динамо Минск» являются Белтелеком, Минск Промстрой, Монстра Групп, тут и там логистик, Ауди, сервисный центр, СИМ. Дай нажать один раз. Не дам, нельзя тебя нажимать. Сегодняшний матч ответит судейская бригада в следующем составе. Главный судья Виталий Аникимовский, помощники судьи Вячеслав Сахаров, Николай Васько, инструктор матча Виктор Зашевский. Главные тренеры определили следующие стартовые составы. Футбольный клуб Минск. Номер 12 вратарь команды Полина Палаева. Номер 2 Терекшина Отто. Номер 7 Исаил Пикю. Номер 9 Анна Эпи. Номер 10 Карина Товаревич. Номер 20 Валерия Богдан. Номер 23 Виктория Парчик. Номер 30 Анна Красикова. Номер 71 Анна Сас. Номер 73 Анастасия Забегайла. Номер 99 капитан команды Милана Солонцева. Запасные игроки. Номер 1 Инна Дубиновская. Номер 4 Анна Кашинская. Номер 11 Татьяна Шеришарец. Номер 16 Наталья Асмутович. Номер 21 Карина Станкевич. Номер 33 Елизавета Кипа. Номер 77 Александра Севенкова. Главный тренер Андрей Кушин. Причем этот бомж приехал? Ты мне другое скажи, да? Хозяева футбольная команда «Динамо» Номер 12 Наталья Мунтяну, вратарь команды. Номер 4 Анастасия Шламакова. Номер 5 Виктория Валюк. Номер 6 Урания Давда. Номер 14 Карина Алькович. Номер 15 капитан команды Анастасия Новикова. Номер 20 Виктория Казакевич. Номер 22 Анна Бельенко. Номер 25 Богдан Кармалетте. Номер 88 Надежда Се.
Добрый четверговый вечер, уважаемые любители футбола. Мы приветствуем вас со стадиона Сокол Олимпийский, столицы нашей страны. Матч 6-го тура женской высшей лиги 2021 вашему вниманию будет представлен в ближайшие 1,5 часа. Динамо ПГУФК Минск. Повторюсь уже, как говорил это ранее, матч, которых не бывает много. Сейчас слушаем, а затем продолжаем наш эфир. Друзья, ближайшие 1,5 часа в эфире с вами проведут комментатор Андрей Ильин и экс-игрок национальной женской сборной Беларуси Анастасия Харланова. Настя, привет, рад тебя видеть и слышать. Здравствуй, Андрей, здравствуйте, дорогие болельщики. Вот, тоже рада вас всех приветствовать на этом матче центрального тура 6-го. Вот. Тур у нас 6-й, действительно, матч центральный, я думаю, даже во всем первом круге. Как вы помните, чемпионат у нас в этом году проводится в 3 круга, поэтому как минимум еще кроме сегодняшнего 2 матча с участием этих команд мы увидим, но один уже у нас состоялся, стал историей благополучно. Мы с Настей его хорошо помним, я думаю, вы тоже. 15 марта на стадионе футбольного клуба Минск матче за Суперкубок, да, Динамо ГУФК, в общем-то, свое реноме самой сильной команды Беларуси подтвердила, 4-0, уверенная победа, но не все, как мы помним, да, в том матче было однозначно, вот после первого тайма тогда команды ушли в раздевалку при счете 0-0. Да, Андрей, все верно. Сейчас, конечно, уже прошло 5 игр, и команды набрали обороты, как Динамо Минск, так и девчонки из ФК Минска. Вот, и тем более, что команды усилились, обе легионерами, поэтому я считаю, что сегодня будет очень интересный матч, и надеюсь, что будут голы, чтобы девчонки и зрители, которые пришли, порадовались из-за команды, которой они болеют. Действительно, усилились дружины, мы обязательно еще поговорим о тех, кто попал дополнительно в состав команды Андрея Пышника и Юрия Малеева. Ну, видим мы справа по картинке команда Динамо ПГУФК, в общем-то, на своих позициях девчонки уже находятся и, в общем-то, готовы рвать и метать, да, но молодая поросль футбольного клуба Минск, вот они вышли на поле в майках, да, с надписью «Мы за Шлойда», но обязательно мы еще расскажем вам историю, да, возникновения вот этих вот надписей. Ну и, в общем-то, все у нас готово к началу этого матча. Главный арбитр сегодня Виталий Нехимовский, его помощники Вячеслав Сахар, оба они из Минска, Анна Наливайко представляет Осипович, 4-й рефер Николай Васько и Виктор Зажевский инспектирует встречу. Он из Новополоцка. Настя, предлагаю нам начинать объявлять составы. Ну, по традиции, с гостей мы начинаем по номерам быстренько. Полина Малаева сегодня в воротах под 12 номером, и далее по номерам: Реджина Ату номер 2, 7 номер Елизавета Пинчук, 9 номер Эбби, 10 Карина Тавревич, 20 Валерий Богдан, 23 Виктория Мальчик, 30 Анна Красикова, 71 Анна Сас, 73 Анастасия Побегайло и капитан команды Милана Суровцева, номер 99, главный тренер Андрей Пышник. Да, Андрей. Команда «Динамо БГУФК»
Ой, только что могла быть атака. Номер 12 Наталья Мунтяну. Номер 4 Анастасия Шлопакова. Номер 5 Виктория Валюк. Номер 6 Вулания Дабда Клаудия. Номер 14 Карина Ольховик. Номер 15 капитан команды Новикова Анастасия. Номер 20 Виктория Казакевич. Номер 22 Анна Пилипенко. Номер 25 Ромалепе Лебаганг Эстер. Номер 88 Сисе Надеж. Номер 99 Анастасия Линик. И главный тренер Юрий Иванович Малеев. В общем-то, наверное, не откладывая в долгий ящик, расскажем о том, что вот подходит к концу окончания контракта генерального директора футбольного клуба «Минск» Игоря Михайловича Швойда. Ну и вот так команды решили поддержать его, да, ну и обратить внимание, в общем-то, на его персону. Вот на официальном сайте сегодня вышла такая трогательная, я бы даже его так назвал, новость о том, вот, как поднимал футбольную школу Сулема, раньше она так называлась, Игорь Швойда. Ну и, в общем-то, вот вступаются за него воспитанники клуба, ну и те все футболисты, которые сейчас в составе команд находятся. Ну, в общем-то, интересный момент, и вот я так и не припомню даже, что руководители так вот такие перформансы, мини-перформансы игроки команд разных у нас в Беларуси устраивают. Ну, Андрей, знаешь, в женском футболе у нас, ну, немножко все такое, знаешь, мы как семья, да, у нас не так много команд, не так много руководителей, хороших руководителей, не так много там девчонок, поэтому, знаешь, тут все свои, все родные, и это очень хорошо, и респект девчонкам, что они вот так за Игоря Михайловича, что они его поддерживают, вот. Я думаю, что ему будет очень приятно. Разумеется, но и заявилось о том, что и мужчины тоже поддержат эту инициативу. Вот в Жодино в ближайшем матче с новой тура нашей лиги они тоже в таких майках появятся. Вот небольшой такой вот у нас анонсик, да, ну обратим мы на это внимание еще раз, ну и скажем о том, что две замены, вот будем, наверное, мы сегодня чаще, да, обращаться вот к той встрече за Суперкубок, две замены в своем составе Юрий Малеев сделал, вот в воротах появилась Наталья Мунтяну, ну и Виктория Валюк заменила в составе Юлию Дубин. Вот такие замены. Что касается Минска, ну давай посмотрим, да, за этой атакой. Да, Андрей, могла быть хорошая атака. Удар, Анеса сможет пробить издалека, но удар блокирован. Настя Побегайла тоже. Удар, но Наталья Мунтян уверенно мяч берет в руки. Вот, девчонки из Минска, конечно, напрягли оборону «Динамо». Молодцы, идут в высокий прессинг. Ну, как я уже и сказала, да, что у них тоже новые легионеры, девчонки сильные, мощные, и просто не будет никому. И я думаю, что девчонки захотят взять матч-реванш все же за ту игру, за те красные карточки, которые у них были, за удаление. Вот, и как мы видим, что пока девчонки из футбольного клуба «Минск» владеют преимуществом, но Анастасия Линик, неточная передача, Лера Богдан на Эбби. Кстати, вот Андрей, здесь Эбби, да, уже играет, она уже ранее была в ФК Минске, играла, я еще играла с ней, вот немножко расскажу, конечно, это нигерийская легионер очень-очень высокого уровня. Она потом уехала в Китай, вот играла в Китае, она там была главная звезда. Вот, но у Эбби уже возраст, то есть ей уже не 18, но все равно она еще в хорошей форме, она профессионал, она себя всегда подготавливала к играм и сейчас. Вот, и поэтому вернулась, ее позвали, чтобы помочь на Лиге чемпионов и сейчас в чемпионате девчонкам. Достаточно сказать, что Эбби единственная представительница вот Африки, которая, кстати, друзья, на 5 чемпионатах мира сыграла. Да, это, конечно, такое просто выдающееся достижение, но кроме того, вот 4 раза она со сборной Нигерии выигрывала чемпионат Африки. Я, с твоего позволения, еще скажу, конечно, замены, которые Андрей Пышник сделал. Вот как раз таки Аноми Эбби и Джина Олдер, африканские легионеры, да, приехали они из Нигерии, ну и Валерия Богдан тоже еще одно приобретение Минска, соответственно, они вытеснили из состава Кашинскую, Смакович и Гибу, ну вот девушки некоторые находятся из них на замене. Андрей, расскажу про Валерию Богдан. Ее вообще хотела к себе в команду Минская «Динамо», но так получилось, что
Не знаю, каким образом, каким чудом ФК Минск все же ее перехватил. И сейчас вот она играет за футбольный клуб Минск и будет им тоже помогать бороться за медали и в Лиге чемпионов выходить из группы и продвигаться дальше. Да, здесь любопытное соперничество на левом фланге у нас атаки «Динамо» будет. Сегодня мы видим, что Шлопакова здесь против Таларевич, да, но опять же вот это взаимозаменяемость защитника и полузащитника на краю Малевича и Шлопаковой, мы это увидим. Говорит, что это придется непросто, ну и да, опять же давай отметим первый удар в форму, как раз футболиста Минска нанесли. Да. А еще хочу отметить, что Вика Казакевич сейчас играет, потому что прошлую игру она пропускала из-за карточки. Вот она выводила команду как капитан, но ее удалили. А вообще, да, в «Динамо» капитан это Настя Новик, и у нее тоже были определенные проблемы со здоровьем, со спиной, но и она не играла. И только вот прошлый тур, и сейчас вот она на поле восстановилась и уже тоже готова цементировать, как говорится, оборону минского «Динамо». Да, мы видим, что немножечко с этим вот возникли на первых минутах проблемы, да, и все-таки удалось нанести вот этот удар по Анне Сас, если я не ошибаюсь, да, Наталья Мусян, которая проводит второй матч подряд, своих вратарей меняет через игру Юрий Малеев, но вот на этот важнейший матч первого круга он выбрал именно представительницу Молдовы, которая уже давно в Беларуси выступает. Ну да, вот сейчас Карина Ольховик, Полина Малаева. Хороший сейв. Карина Ольховик блестяще пробила, молодец. Но Полина Малаева, конечно, как бы сказал Черданцев, буфонище, вратарище. Вот, едем дальше. Сейчас будет угловой удар, и Анастасия Линик будет подавать. Ну, у «Динамо» все угловые подает Анастасия Линик с двух сторон. Вот, она поднимает одну руку, значит, что у нас? Какая-то заготовочка. И Сиссе. Ну, если бы Сиссе с таким ростом не выигрывал, да, Андрей? Штрафной была бы не Сиссе. Карина Ольховик опять удар. Да, так немножко штрафную площадь Минска сейчас обложили, и нужно попытаться точно сделать вот эту первую передачу, но не выходит. Не выходит выйти из обороны хорошо, как положено. Анастасия Шлопакова. Да, молодец. Знаешь, что, Андрей, хотела бы отметить, что Настя Шлопакова, у нее очень хорошая скорость. Она бежит, она взрывная, легкая, знаешь, подвижная такая и техничный очень игрок. Поэтому молодец. Видишь, поборолась, достала, считай. Аня Пилипенко может пробить хорошо, но блокирует удар. Девчонки из футбольного клуба Минска. Ну, как мы видим, да, игра уже переместилась на половину поля ФК Минска. Минск уже в позиционной обороне. Посмотрим, Аня Сас. Молодец, на своей позиции. И фол будет. Решение правильно, но опять же, говорим мы про скорость Шлопаковой, нельзя абсолютно с этим спорить, но опять же, есть кому-то в составе бежать, да, в контратаку, находясь в осаде, да, обороняя свои ворота, защищая, побегала, так, в принципе... Ты знаешь, побегала, наверное, одна из самых быстрых у нас в чемпионате, даже я бы могла сказать, да. Практически одна из самых быстрых, несмотря на свой юный возраст, Андрей. Она, конечно, знаешь, я назвала машина. Давай посмотрим, чем этот штрафной завершится. Естественно, мяча линии, хотя вот легионер, который прибыл Нзана, тоже, как мы убедились по игре, зорко может исполнить. Да, но что здесь хороший удар, такой плотный, но створ, да, он не попал. Ты знаешь, Андрей, если бы Настя была прям левоногая, да, потому что в прошлом туре со Звездой какой она гол забила, да, со штрафного закрутила прям под самую перекладину, и Динамо Минск тогда повел 1-0. Сейчас бы тоже, если бы была левша, могла бы повторить. Но просто был удар. Ну, на силу, да, пробила, почему бы и нет, собственно, с твоей позиции это единственный верный был вариант. Ну и отметим, да, вот такой же Малаева очень верно выбрала позицию, когда поворотом пробивала Ольховик, да, ну, в ближнем углу, собственно, свою работу здорово сделала, ну, сегодня повторили у нас интересных соперничеств. Да,
Вот видишь, девчонки из Минска не боятся, разводят, да. Аня Сас, тоже хочу отметить вновь Аня Сас. Ну вот она не точно передачу сделала, но очень молодая, талантливая девочка. Вот. Взрывают левый фланг Динамовки. Ну что, здесь Валюк оказалась в штрафной площади на 5-й точке, можно так говорить. Ну и здесь назначается угловой. Да, вновь угловой. Вот, Настя, хотела тебя спросить, опять да, же, Андрей? мнение по поводу, на какой позиции сейчас пробует Валюк Юрий Малеев, позиция центра. Да. Место, как вот ты. Ну, вообще, Викуля, она не ярко выраженный нападающий, да, она всегда играла либо под нападающим, инсайд, либо на фланге, но если тренер ее видит в этой позиции, значит, что-то есть, и так, какая-то потасовка у нас намечается. Здесь просто Виталий Янхимовский показывает, что нужно отойти вот на то место, где мяч вышел. Именно за пределы поля, и Товаревич далеко вперед на Суровцева. Я уже думала, будет драка, Андрей. Давай подождем, еще не вечер. Нет, это шутка, конечно. Такого. Это не нужно. Ромалепе тоже далеко вперед. И вот здесь Красикова и Валюк соперничество за позицию Эбби, да, наша многоопытный футболист, наш защитник. Едва тут не ошиблась, но здесь для Минска все хорошо заканчивается, да. Мы видим, что территориальное преимущество вот да, как-то целиком, да, на сторону Динамо перешло. Перехватили инициативу и больше, конечно, созидают, да. Позиционная атака у них больше, им сейчас нужно будет скрывать. Минск играет просто, да. Мяч выносит и все. Ну, наверное, так и нужно, потому что... Желательно, конечно, за этот вынос зацепиться, да, чтобы не просто в никуда, не просто на ногу сопернику, без мяча играть долго, очень тяжело, да, физически, ну и вот здесь Сисет чуть-чуть сопернику помогает, валит Елизавету Пинчук. Да, Анастасия Новикова выигрывает борьбу, Анастасия Линик подбирает, но сразу видно, да, что игроки опытные, без паники, мяч сохраняет у себя. Вот и Динамо сейчас проводит атаку, Карина Ольховик на Вику Казакевич. Вика Казакевич в одно касание, но не точно. Там есть Эбби. И видишь, Эбби не выбивает мяч, Андрей, да, а старается в пас играть и мяч сохранить. Про что я говорила, да. Кстати, еще хотела бы интересный факт рассказать. У Эбби есть подруга лучшая, тоже они вместе играют за сборную Нигерию. Она играла в лондонском Арсенале, сейчас она играет в Барселоне, она как-то к нам приезжала даже в Минск на тренировку. Вот, конечно, уровень игрока тоже очень высокий. Так что я... считай, была рядышком с игроком, который играл в АПЛ и в испанской лиге. Я думаю, Настя, для тебя этим дело точно не ограничится. В будущем это точно. Ну и вот сегодня, кстати говоря, вынесла Динамо матч на СОК Олимпийский, да, мы слышим сейчас поддержку, которую оказывают команде Андрея Пышника. Ну вот хорошо, что на трибунах есть зрители, Динамо Юник пока из-за реконструкции не может их принимать, поэтому вот пришли люди поболеть за свои команды. И вообще атмосфера не камерная, да? Андрей, ну мы видим, что большинство это болельщики ФК Минска, да, у Динамо Минска не так их много. Не так их слышно. Ну, в любом случае, хорошо, что люди есть, да, что это не театральная постановка, это все-таки футбольный матч, мы привыкли к другому. Согласна, да, но хотелось бы, чтобы больше было. Там фол на Карине Ольховик, Лера Богдан. Ну да, и мы слышим хорошая здесь слышимость главных тренеров, они в игре, да, кто-то в большей степени, кто-то меньше, и даже тут и на арбитра, да, пытается немного какое-то влияние и давление оказать. Это нормально, еще пошел эмоции, потому что каждый тренер хочет, чтобы его команда выиграла, и за своих девчонок, да, когда там фалят на них, либо как-то грубо играют, они за них, поэтому это все нормальные вещи. Наталья Мунтяну качнула, показала... Влево ушла вправо, конечно, молодец. Ну, с учетом, да, ее прошлого, да, как форварда, конечно. Знаешь что, Андрей, у нас так получается, что
очень многие вратари у нас начинали в поле, очень многие. А есть девчонки, которые начинали в воротах, да, а заканчивают нападающим. Такое тоже есть у нас в истории белорусского футбола. И вот так атака Минска. Настя Новикова блокирует эту передачу. Вот два легионера. Нет, девчонки из «Динамо» Минска быстро себе мяч возвращают. И они готовят атаку. Длинная передача, но там Аня Красикова на месте, и Полина Малаева тоже. На Аню Сас. Аня Сас одна, меняет фланг. Ну, девчонки, конечно, да, с Минска не боятся. Молодцы. В одно касание. Кажется, да, прошло пару месяцев всего лишь. Выросли как. Вот. Но надо отметить, знаешь, что Андрей смотрела сейчас тоже за командой из «Динамо». Не очень у них как-то проходят игры последние стабильно. Очень много брака. Забивать с трудом могут быстро. Вот то, о чем я и говорила, кстати. Вот Рома Лепева, какую игру уже, у нее очень много брака. Поэтому я думаю, что тяжеловато будет, но... Ну, с учетом, да, всех ожиданий от «Динамо», да, и амбиций этой команды, конечно, я тоже вот не устаю это повторять, от нее ждут большего, да, и сегодня, естественно, команда закладывается только на победу, да, но с игрой определенные трудности имеются. Ну, я думаю, это очень много факторов, конечно, все есть, тем более... У них основная задача — это к Лиге Чемпионов тоже готовиться, но не забывая о нашем внутреннем первенстве. Тем более, что новые люди и приезжают, поэтому задача у них, конечно, высокая, не из простых. Вот, и что мы видим? Пас на Наталью Мунтяну. Наталья Мунтян переводит на другой фланг, на Анастасию Новикову. И что сделает Настя? Нету. Девчонки из Минска во второй трети обороняются, все перекрывают зоны, и тяжеловато так скрывать их. Да, конечно, таким простым испытанием этот матч, вот как зорко для них не будет, хотя там, опять же, да, вот отходили-то на перерыв всего лишь при минимальном преимуществе, вот благодаря голу, о котором ты уже вспомнила, красавцы Линник, да, но потом все на свои места стало, да, сегодня, конечно, история, я думаю, не повторится, здесь арбитр вынужден вступить, в общем-то, в игру, да, с помощью своего свистка, и аут в пользу Минска. Товарищ. Немножко вынесли за бровочку, как говорится, отправили в командировочку игрока футбольного клуба Минска. Так, Суровцева Милана не смогла зацепиться. И... Но видишь, в чем «Динамо» молодцы? Они очень быстро себе мяч, Андрей, возвращают. Это очень хорошее качество команды в целом, когда они не дают сопернику долго его держать, а сразу себе возвращают. Ну, что называется, да, игра с позиции силы. Ну, я бы сказала, опыт, Андрей, да. Потому что все же ФК Минск — это молодежь, да, это наше будущее, подрастающее поколение. Они только с У-19, как говорится, выпускной у них был, и сейчас они уже играют в чемпионате с очень опытными взрослыми игроками. Я думаю, лишним будет говорить про то, что именно эти дружины турнирной таблицы на первых местах, да, Минск по дополнительным показателям чуть-чуть выше, за счет того, что вот они в предыдущих 5 матчах 55 мячей забили. Ну, там, конечно, идут сплошные разгромы, да, эти игры мало, наверное, интересны, да, обывателю, но, тем не менее, один пропущенный мяч есть в пассиве, «Динамо» же пока не пропускала и забила 33 раза. Андрей, как ты думаешь, люди, которые видят такие счета, они, какие у них мысли? Ну, понимаешь, я думаю, что это, конечно, на имидж нашего футбола женского не идет, да, не идет в пользу этому самому имиджу, и такие колкие иногда высказывания есть со стороны там даже представителей команд, мы это все видим, да, читаем, поэтому, конечно, ну, я думаю, что есть
резон, может быть, даже где-то на будущее, да, пересмотреть формулу, да, проведения чемпионата. Возможно, что... Ну, есть вообще разные люди, да, сторонники и противники этого, да, кто-то считает, что совсем, да, слабая команда должна играть сильной, да, для того, чтобы до нее подниматься. Но я не знаю, вот какой, скажем так, вынесет, да, например, результаты и пользу для себя Брестская Динамо, вот, когда будет встречаться с Динамо Минским. Ну, ты знаешь, Андрей, я бы вот сказала бы, что да, это не очень хорошо, потому что девчонки, которые молодые, они играют, и когда такие считают, это очень психологически как давит, но с другой стороны, с чего-то нужно начинать, и когда я начинала в Гомеле, в своем родном, то мы тоже там 16-0 проигрывали. Потом расскажу, Карина Ольховик сейчас может быть хорошая атака, и что Карина придумает, она дает пас на Вику Валюк. Вика Валюк в одно касание на Карину Ольховик, Карина делала подачу. Полина Малаева, молодец. Опять повторюсь, буфонище, вратарище. Я думаю, даже вот когда мы умолкли, да, в микрофонах очень хорошо был слышен голос главного тренера «Динамо». Да, хорошо, что там все для Полины Малаевой закончилось. Там чуть-чуть, да, кажется, мяч отлип, да, от ее перчаток, но все хорошо накрыло на его вот, повторным броском. И, ну, вратарю надо респект. Настя, продолжи свою мысль. Так, Андрей, о чем? То, что в Гомеле, вот я говорю, что играла, и мы там по 16 пропускали тоже в первом чемпионате. Ну, потом, знаешь, потихонечку, помаленечку, и все нормально, как бы, и уже могли за медали бороться, вот. Но, опять же, тут все неоднозначно. Можно сказать и да, плохо, можно сказать и да, хорошо. Знаешь, очень... И от постановки, скажем, да, дел и постановки вообще целей перед командой. Потому что, ну, когда Эдуард Иванович Деменковец, да, с вами работал на протяжении нескольких лет, действительно работал, да, а не отбывал номер, да, мы это хорошо знаем. Тогда результат пришел через год, да, и мастерство повысилось. Не через 1 год, а через да, несколько, конечно. 5 лет. Но если будет совсем другая ситуация, то, конечно, ну, толку, я считаю, никакого нету. Да мы и, собственно говоря, по вообще развитию, по тому, как у нас женский футбол, да, развивается и какими шагами он идет, да, не такими, наверное, длинными, как нам хотелось вперед. Мы все это хорошо видим, но будем надеяться, что все будет хорошо у нас. И в регионах в том числе. Ну вот мы видим, Андрей, что ФК Минск сейчас неплохой кусочек атаки провел, но Анастасия Побегайло поспешила, хотела отдать пас, но не точно. Хотя странно, это же ее рабочая нога левая, но не точно. Но опять же мы видим, что игра отодвинулась, больше, знаешь, так на середину поля. Ну и моментов-то не так и много, да, вот давай обратим внимание, что вот это идет перетягивание каната, уже у нас практически экватор первого тайма. Да, Андрей, ну вот на твой взгляд, по сравнению с Суперкубком, с той игрой, как сейчас выглядит Динамо, как сейчас выглядит ФК Минск? Ну, единственное, что вот бросается в глаза, это насколько, вот ты уже сказал об этом, да, тут только можно согласиться, насколько выше, да, не боясь, встречает тут соперника, да, когда он с мячом находится, Минск. Вот это, конечно, бросается в глаза, и нет уже вот какого-то такого пиетета, да, перед соперником, когда только начинался сезон, да, это, конечно, совсем другое дело. Тем более, что и прибыли вот эти самые Эбби, да, Оту, может быть, и роль главного тренера здесь нужно, опять же, оценить, да, и сказать, что... Мы не обсудили с тобой, да, Андрей Пышник-то приступил к работе, и, может быть, что-то привнес хорошее. Да, я вот, знаешь, что общаюсь с девчонками, и очень им нравится все, тренировочный процесс, и в коллективе, как все, не очень довольны, и мы можем видеть, да, что девчонки стали намного увереннее в игре, даже сейчас Полина Малаева, когда брала мяч, да, то есть я Полину знаю, ее, да, не всегда была такая, что так, а сейчас такая, я уверенно пошла на мяч, взяла, то есть тоже, как говорится, почерк, наверное, тренера, да, все же сказывается. Ну, Игорь Харлантов, в принципе, вложил определенный,
скажем так, знания и навыки, да, еще до того в Малаеву. Ну и сейчас, собственно, продолжается ее становление, да, ну видно, что прогресс, конечно, налицо, ну не только о вратаре, да, будем говорить. Но этой команде расти, расти еще и расти, но они движутся в верном направлении, да, мы сейчас хорошо это видим. Тут я полностью с тобой согласна, Андрей, да. И что Ромалепе придумал? Кстати, Ромалепе, она же играла в центре, как нижняя опорная. Но видишь, ее Юрий Иванович переместил влево защиту. Кстати, у Динамо тоже вот есть трансфер один, да, из Камеруна, если я не ошибаюсь. Тоже легионер, приехала левый защитник. Тоже очень довольно неплохая. В прошлой игре, когда они играли с Зоркой, она вышла во втором тайме, 4 голевых отдала, и то есть сразу, да, видно уровень. Последний пас, конечно, да, отличный. Ну и вот... Она крайний защитник, Андрей, да, это должно делать линия центральная полузащита, здесь так, крайний защитник, то есть говорит об уровне игрока тоже. Так. И что Карина Ольховик, и может гол быть. Выручает, да, свою команду Малаева. Там мяч как-то так по странной такой траектории, да, летел в ворота. В принципе, это немножечко, наверное, и спасло вратаря Минска в какой-то ситуации. Смахнула она так мяч, да, который уже за линию опускался. Ну вот, еще один момент Динамо создает. Это уже удар по воротам. Ну, спокойно играет. Ну, как мы уже сказали, что Полина Малаева очень в себе уверена, и для нее это слабый удар был. И что сделают девчонки из ФК Минска? Ага. Ну видишь, как ты уже сказал, да, 26-я минута, уже 27-я, и не такие уже свежие, немножко тяжело уже девчонкам из Минска, Андрей, я так считаю. Именно атаковать, чтобы созидать. Опять они больше так в оборону, но, знаешь, в обороне молодцы. Видно, что все их построили, их расставили, все знают. Мне очень импонирует, что, видишь, не выбивают мяч, стараются в пас играть. Хотя, опять же, да, прессинг мы видим сейчас, вот когда понеслась туда на защитников Аня Пилипенко. Ну и вот очередной раз перехват идет, и уже с мячом Динамо. Динамо сейчас здорово, конечно, обстучали девчонок из ФК Минска. И что? Что сделает? И пяточка. Ну, конечно, Ромалепе молодец. Такая неординарная. Она легионерка. Уже второй раз пяточка. Шпакова бьет, но вмешивается здесь САС, да, и угловой будет. Что-то лежит на газоне. Эмоции Юрия Малеева захлестывают. Но это часть футбола, да, как Настя нам уже не раз сказала, и мы сами понимаем. Своя какая-то определенная линия поведения, кто-то очень импульсивный, кто-то очень спокойный. Ой-ой-ой. Да, конечно. Вторую игру подряд. Сухой лист, да, я бы так сказал, но там, конечно, несчастный случай случился, там с футболистом на ближней штанге не обратил внимания, Андрей, кто там был, ну и с вратарем тоже. Случайности не случайны, поэтому, да, мы поздравляем Динамо, забили гол Анастасия Лини, конечно, это ее очень сильная сторона, она очень хорошо эти резаные удары делает, вот, и штрафные, и угловые, поэтому... Настя, позволь, я все-таки, да, свое мнение выскажу. Там не столько, наверное, заслуга Насти, да, сколько промах все-таки оборонявшихся, ну и футболиста, который вот ближнюю стойку охранял, и дезориентировала она и Малаеву. Не буду говорить, кто был, не помню точно, но, в общем-то, да, на повторе вы, друзья, прекрасно все увидите. Мы повторы смотреть не можем, но фиксируем, да, выход вперед сегодняшних номинальных хозяек, футболисток Динамо БГУФК Анастасия Линик на 29-й минуте вывела команду вперед. Да, и что девчонки из Минска могли им что-то противопоставить, но нет, как обычно Динамо себе мяч быстро вернули, Карина Ольховик. Ну все, спокойно сейчас будут мяч держать и готовить атаку. Вот получается, что и вслед за этим самым преимуществом, да, в территории, в контроле мяча еще и психологическое добавляется, да, в пользу Динамо, поскольку вышли вперед, ну и догонять все-таки всегда сложнее, ну тем более играя с чемпионом. Согласна, но
может быть, ФК Минск не ищет легких путей, как говорится, знаешь, фору дали. Но это, конечно же, шутка, нет. Динамо молодцы, забили гол. Ну и сейчас посмотрим, что девчонки из ФК Минска будут предпринимать, противоставлять. Самое главное, опять же, чтобы без карточек, мне кажется, да, Андрей? Потому что, как в прошлый раз, очень много их нам дали. Верно, ну пока, давай говорить откровенно, наверное, больше жарче вот здесь около нас, у технических зон, да, чем на поле достаточно корректно игроки действуют. Знаешь, Андрей, вот я когда играла в Польше, да, там девчонки, полячки, они все время, там, они просто как курочки кудахчат, у них не закрывается вечный подсказ, все время разговор, они не молчат. У нас, да, как мы слышим, то есть, ну, какого-то нет такого разговора, все как-то тихо, безэмоционально. Ну, опять же, да, наверное, отражение интеллекта и менталитета, да, конечно же, белорусов, да, и поляков. Опять же, ну, мы, как говорится, люди померкованные, да, поэтому у нас, наверное, это и даже в спорте отражено. Не все, будем откровенны. Ну, согласна здесь. Это точно. Так, сейчас нам плохо видно, вот Ромалепина, Викторию Валюк, что Вика зацепится. Ну, корпусом Валюк-то, конечно, может очень здорово сыграть, да? Да, Андрей, скорость у нее есть, и у нее очень индивидуально, она технически оснащена. Так. И вот они промахнулись по мячу, ну ничего страшного. И что? На Милану Суровцеву, Милана, на Эбби, наверное, на другой фланг будет переводить, на Леру Богдан, Лера Богдан. Не прошла передача. Ну, а в этом самом контроле, конечно, Динамо, да, посолиднее даже, мне выглядит. кажется, Андрей, знаешь, не надо как-то напрягаться, сами мячик отдают уже, да. Ну, здесь, может быть, еще повлиял тогда пропущенный гол, чуть-чуть надо от себя, от этого отойти, да? Они, девчонки молодые, знаешь, психология еще неустойчивая, поэтому тут такие моменты. Ну, для них, да, на самом деле не очень хорошо, что именно вот в первом тайме, да, пропустили. Как бы уходить все-таки, да, 0-0 при счете в раздевал, конечно, приятнее будет. Еще играть им 60 минут, Андрей, поэтому мы посмотрим. Все-таки хочется, чтобы не в одни ворота, но какие-то казусные моменты. Да, чуть-чуть не согласованно, Эбби сейчас с Малавой сыграли, да, и так, ну, хорошо, да, для них все закончилось, но атака Динамо продолжается. Да, вот мы смотрим аут, Карина Ольховик. Нет, Минск. Кстати, Андрей, ты замечаешь, что футболистки как-то цепляются за поле? Вот сейчас, что нам... Так. Да, на этом ведь покрытии-то они не тренируются, поэтому, может быть, и есть, да, еще определенные проблемы. Ну, может быть, ну так, видишь, падают и цепляются. Видимо, какой-то газон не очень хорошего качества, может быть. Так, фол. На Милане Суровцевой фолят. Ну что, посмотрим, Андрей, какой штрафной удар сделают девчонки из футбольного клуба Минска. Будет ведь Аня Сас. Да, как ты знаешь, что я недавно встречалась с Георгием Черданцевым, да, как он говорил, колодец пушка страшная, так и вот Аня Сас пушка страшная, поэтому мы посмотрим, что Ну, они... отсюда, конечно, напрямую бить было бы, да, Да, видишь, не совсем правильно. Мунтяну Ты чуть-чуть знаешь, ошиблась что- на выходе, да, можно было тут и добить мяч сетку. Да, не заблокировали, Анастасия побегала, ты знаешь, могла бы поразить ворота Динамо. Ну, вот есть определенный риск, да, когда вот так вратарь, да, стоит, а у Динамо они, как правило, да, в активной игре, да, не участвуют, вот так вот в нужный момент сыграть уверенно, да, видимо, что не всегда получается. Вот сейчас красноречивый момент. Наташа, да, на выходе не очень уверенно действовала. Сделаем так. Мяч не вышел, хотя нам показалось, что вышел. Ну вот атака Динамо. Сейчас мы посмотрим, что... Ой, Аня Пилипенко. Там Красикова в игру вступила, да, и, ну, в общем-то, и передачу надо отметить, что была слишком сильной. Андрей, знаешь,
знаешь, что и такой интересный фактор, да, все-таки главный тренер Динамо и главный тренер ФК Минска, да, ну, в жизни они между собой друзья, да, и как это, да, сейчас они, считай, главные соперники, скажем так, враги. На поле друзей нет, говорят. Да, в картишек нет братишек, да, это очень тоже, так, знаешь, интересно. Потому что, ой, Аня Сас включила Зидана, но ненадолго. Это уже много, да, и вот этот вот обрезка, главное, чтобы не закончилась она голом, давай смотреть. Потому что Карина Ольховик очень забивная. Ну здесь Линик пробила, обороты не попала. Да, поэтому нужно аккуратно в центре поля. Да, вот такие обводки, да, какие-то Знаешь, лучше не идти. нас всегда учили, особенно когда мы играем с соперниками там, из Европы, что малейшая ошибка тебя сразу же наказывает. Просто моментально. Поэтому нужно быть аккуратно, а игроки в центре поля, они должны минимум ошибаться, я так считаю. Вообще потери просто и технического брака тоже свести к минимуму. Итак, Динамо. Как говорится, знаю не понаслышке, да, Настя? Да, проходили эту школу. Так, и что? Ну вот, девчонки из Лукаменска Выбираются, да? Да. Со своей половины поля и контратака. Что Мика сделает? Ну, финти. Нет. Так, Аня Сас одна будет бить. Вот прибегая, да, футболистки, не знаю, что делать вот к дальним ударам. Ну, Аня Сас, наверное, не видела другого продолжения, опять же, как сказала, в себе уверена, пушка страшная справа и захотела пробить. Вот. Так, Валерия Богдан. Не точно. Кстати, что-то пока Вика не очень... Ой, я извиняюсь, Лера не очень так заметна, на мой взгляд. Потому что когда она прошлый сезон играла за Зорку БДУ, конечно, она там была одним из лучших игроков этой команды. Лера, и вот поэтому за ней сейчас в трансферное окно все топ наши лидеры нашего чемпионата, команды за ней. Охотились, да? И эту охоту выиграл Минск. Андрей, да, там на самом деле была охота, чтобы ты понимал. Ну, Богдан, это второй матч за Минск, да, дебютировала она в прошлом туре, когда там легкая прогулка была для команды 18-0 с Брестским Динамо дома. Ну вот сегодня это для нее хорошая проверка на прочность. Опять же, давай не забудем, что долгое время, да, она болела, Да, поэтому, конечно, сказать, Андрей, да, это у нужно неё учесть. была непростая такая, знаешь, болезнь, и она даже больше месяца пропустила, как мы знаем, для футболистов, даже уже ты неделю пропустишь, это уже все катастрофа. А здесь такой промежуток времени. Что, Казакевич, прострел головой. Да, Лера Богдан блокирует, и что? Анастасия Линик, ничего нового. Ну посмотрим, может быть какой-то розыгрыш Динамо новый придумает, покажет. Давай вспомним, да, к чему привел предыдущий угловой. Но сейчас Настя будет подавать с другой стороны, поэтому мяч будет уходящий. Верно. Тем не менее, да, имея в составе уже сегодня пыталась пробить Сисе, да. Высокое, это, конечно, серьезное оружие. Так, ты знаешь, Андрей, вот если бы я была тренером, и у меня был бы такой игрок, я просто сказала, бросите на Сисе. Это как, чтобы ты понимал, в Лионе, там есть такая Вендерина. Вендерина, конечно. Это просто, это лучший игрок. Ну, ей ничего не нужно Нападающий не нужен, да, когда у тебя такой ей защитник? ничего не нужно делать, она просто стоит, кивнула головой, они гол забили, и все. Да, это уже, Как говорится, конечно, получите, распишитесь, легенда, да? да, женского футбола, естественно, француженка, я думаю, что еще она долго нас своей игрой будет радовать. Да, но ты знаешь, что вот, Андрей, мы с ними играли в Лиге Чемпионов, да, видела ее, она такая нетипичная футболистка, наверное, как вот Питер Крауч, вот ты смотришь на нее, ну там, фигура какая-то не футбольная, какой-то рост, кажется, несуразно, но, блин, несмотря на это все, она лучшая на своей позиции просто, номер один. Так, Полина Малаева выбивает. Милана Суровцева. Ты знаешь, Давай вспомним момент в Суперкубке, который был, да, с ее участием. Сейчас могло тут что-то и даже и похожее случиться. Да, знаешь, что да, попади она тогда, да, в ворота, и никто не знает, что бы было, но не попала. Я думаю, что это опыт для молодого игрока. Такой интересный. Долго думаю, что она не расстраивалась. Не попала, но... Так, сейчас будет аут.
Поэтому смотрим Вика Казакевич. Да, Юрий Иванович говорит на Сисе, чтобы она открывалась, но Вика Казакевич выбирает Карину Ольховик, Карина пропускает. Аня Пилипенко тоже может слева ударить. И ударила, пробила, но удар был не очень сильный, но все равно створ, да, зачтено. В статистику ударчик, да, занесем. Да. Потом вы, кстати, будут смотреть на разборе. Но она периодически-то на ударную позицию выходит, но вот бьет, как правило, да, не очень-то сильно и точно, я имею в виду Аню Пилипенко в предыдущих матчах. Они есть сюда хорошие, она и в прошлом году очень много голов забила, у нее хорошая статистика. Так, что-то не разобрались девчонки из футбольного клуба Минска. Ну, видно сразу, да, молодые, потому что игрок опытный, когда какая-то опасность, он сразу выбивает. Он не пытается что-то придумать, финтит. А у нас девчонки, каждая хочет тоже. Ну вот, что мы говорили про опыт Анастасии Линик. Пойти в отбор и выбить мяч так, что мяч еще и ваш остался. Так, Ромалепи что придумает? Так, Анастасия побегала. Анастасия побегала, могла вырвать мяч, но нет. Смотрим снова за атакой Динамо. Аня Пилипенко. Хороший удар Кристалину головой. Только мы про нее заговорили, да? У Ани хорошая статистика, да, по голам прошлого сезона. Да и сейчас тоже она забивает. Ты видишь, какой Вика Казакевич хорошую подачу сделала. И могли поразить во второй раз игроки Динамо. Ворота ФК Минска. И что у нас снова? Угловой удар. Да, но по моментам, конечно, в том числе, да, Динамо все-таки впереди в этом первом тайме. Уже подсели с футбольного клуба Минска, и даже каких-то контрнападений у них нету, только обороняться. Ну еще один угловой, смотрим. На Эбби, Вот там. Кстати, вот я хотела отметить, Эбби очень хорошо играет головой, Андрей, очень. То есть Сисе будет кому побороться, да, за эти верховые подачи? Как Сисе, но все равно она будет на своей позиции. Анастасия Линик. Ну, я бы сказала, да, у Динамо Минска Анастасия Линик это дирижер, да, это человек, который атаки развивает, направляет, такая Настя. Очень грамотный игрок. Что там Красикова? Фалит Красикова и что? Ничего. Это очень неоднозначно. Фола нет. Она не коснулась мяча, но она сфалила, на мой взгляд, но рефери показывает угловой. Ну, мяч уходил от футболистки Минска, да, и вот Юрий Иванович даже успел, пока мяч катился, на это указать. Да, ну фол, конечно, не зафиксирован, немножко так интересно, да, почему так рефери решил. Мне кажется, что нарушение было, еще один угловой. Хороший удар Шлопакова 2-0. Гол. Ну, конечно, пушка страшная. Анастасия Шлопакова. Тоже молодец, Настюха. Андрей, а знаешь все почему? Потому что подбора нету у девчонок. Да, здесь опорная зона, конечно, прошляпила потому что мяч пошел эпизод. назад, они не выходят, и нет подбора. Ну, я думаю, что Андрей Юрьевич это все видит и сделает определенные выводы. А у нас 2-0. Видишь, вот гол в раздевалку второй. Да, но Анастасия Шлопакова, конечно, дала так дала. Молодец, Настюха. Да, причем так очень сильно, да, и мяч, в принципе, Ты знаешь, у нее над удар вратарем. поставлен. Вот у нее и у Карины Ольховик тоже очень хорошие удары. Ну что, девчонки из Динамо, опять же, видишь, да, 2-0, как психологически собраться. Все. Я думаю, что сейчас Динамо спокойно будет мяч контролировать уже, знаешь, вот эти оковы сняты, и свободно можно уже творить, никуда не гнаться, потому что есть запас 2 гола.
А все-таки видим мы, да, что Динамо, тем не менее, да, хоть и 1,5 месяца прошло, сопернику, да, спуску не дают, но тогда вот давай вспомним, да, какой был, конечно, сумасшедший вот настрой у девчонок из Минска, да, они тогда вот Кстати, да, с Андрей, ты знаешь, главным тренером они- своим таким Калиф на час, да, прощались. Карина Ольховик. Еще один удар в Малепе. Ну все, ты знаешь, что девчонки из ФК Минска, конечно, очень много сейчас ударов пропускают в створ ворот. Вот, Андрей, у нас перерыв. Закончился, да, первый тайм. 2-0. Линники Шлопакова забитыми мячами отличились. Мы тоже, наверное, отдохнем, да, вместе с командами. Да, Андрей, Потрудились на согласна. славу, я считаю. Можно немножко перевести дух. Да, дорогие друзья, так что не переключайтесь, через 15 минут мы вернемся. Всех вас ждем.
Друзья, мы вернулись на стадион СОК Олимпийский. Нас ждет второй тайм матча 6-го тура женской высшей лиги. Динамо БГУ ФК Минск 2-0. На мой скромный взгляд, матч уже сделан со стороны Динамо. Но, конечно, болельщики Минска со мной не согласятся. У нас, я так понимаю, да, замена. Наталья Смыкович. Выходит этот центральный защитник и заменит она. Сейчас мы поймем, кого. Полузащитник центральный, не защитник. Я тебя поправлю, извини, с твоего позволения. Вот, сейчас посмотрим, да. Мне кажется, она будет заменять кого? Кто играл у нас в центре? Или нет? 10-й номер. Товаревич Карина. Да? Андрей, если я не ошибаюсь, Товаревич Карина. И какие это замены потянет? Ну, Марчик, я так понимаю, да? Подожди, почему показали 10-й? Марчик нет. Марчик вон, Андрей. Я тебе говорю, номер 10, это Товаревич Да, Карина. верно, я имею в виду, кого она заменила, значит, Осмыкович. Давай разберемся с самого начала. Товаревич, верно? Да. Так, она у нас играла на правом краю защиты. Ну, у них, видимо, какие-то... Теперь там Марчик. Да. Правильно мы понимаем? Значит, она опустилась на эту позицию и, соответственно, в центре Нет, теперь слева, Осмыкович, да? Справа, на правом фланге. слева в полузащите. Смотри, да. Ну вот, ФК Минск. Посмотрим, кстати, что сейчас после перерыва девчонки из ФК Минска, из Динамо Минска нам покажут. Лера Богдан. Вот и Вот она, тебе да? после болезни, Андрей. Видишь, какая подача. Ну, наконец-то включилась, да, в игру, и это очень хорошо. Видишь, резво начали. Так, Анастасия побегала одна, что будет делать? Ну, Анастасия побегала, видишь? Ай-яй-яй-яй-яй. Скоростная, но от Сисе не убежишь. Сисе на опыте уже. Так, девчонки из Динамо разводят. И что? Так, Лера Богдан первая на мяче. Анастасия Линник подбор. И смотри, как Андрей на Карину Ольховик. Карина в одно касание на Вику. Валюк забивает. Да, и это казалось бы гол третий, это да? Романка. Ну что там, малая может Кажется, да. свою штангу пойти погладить, да, ласково. Казалось бы, мяч в ворота. Андрей, а ты помнишь, как вот мы говорили, не забивайте, вы забивают вам. В прошлой игре было. Не знаю. Ну как что, ждем тогда гол от Минска. Нет, ну посмотри, просто я говорила, что это железное золотое правило. Не забивайте, вы забивают вам. И в прошлом дерби между этими командами именно так и было. Да, тогда после этого промаха Суровцева как раз таки и пропустили, да, первый гол. Так, Эви первая на мяче выиграла, уже и говорила. Так, Аня Красикова головой. Тоже, кстати, да, Могилевская Андрей, защитница. Очень хорошо на втором этаже борется, играет. Импонирует мне этот игрок, несмотря на свою молодость. Вика Казакевич на Карину Ольховик, но не точно. Мяч выходит в аут. Вот если бы, конечно, такой промо, да, случился при счете 0-0, да, Валюк, то тогда было бы, конечно, обидно. А так, Мне кажется, в Вику бы принципе, уже могли заменить сразу. в Сибирь в ссылку отправить. Это шутка, конечно. Нет, но все равно ты представляешь, для нападающего транжирить такие моменты при счете 0-0, это, конечно, недопустимо. Итак, Эбби будет делать длинную передачу на Милану Суровцеву. Да, там, конечно, встретила Вику Казакевич, как говорится, не по-джентльменски. Хотя девушки есть девушки. Потому что, как говорится, ставила так ставила. Так, ну что? Анастасия Новикова, скорее всего, будет выносить. А нет. О, через Мунтиану, чтобы она, да, не слишком замерзла. У нас
главный тот, кто начинает атаки, это вратари всегда. У нас в в нашем белорусском чемпионате, в нашей сборной, ты знаешь, равносильно Месси и Иньеста. У нас вратари всегда видят начало атаки. Итак, аут команды «Динамо». И Наталья Смакович выбивает мяч. Сейчас Милана Суровцева так на правах капитана решила завести, да, немножко так свою команду голосом, да, какой-то импульс придать дополнительный эмоциональный. Да, этого, конечно, Минску пока не хватает. Да. Так, Марчик Виктория. Что она сделать будет сама? Вот ты видел? Сам финт. Знаешь, кстати, расскажу. Сейчас атака Минска. И что девчонки предпримут? Пинчук, но Сисе против, конечно. Мне кажется, Сисуля даже не напрягалась, Андрей. Она просто поставила ногу и мяч в сам нее улетел. Ты знаешь, по длине ног она, наверное, только с Лерой, короче, может спорить. Наоми Кэмпбелл. Да. Да, такие ноги только у нее и Наоми Кэмпбелл. Так, Анастасия побегала на Отту Илья. И что? Опять угловой удар. Я хотела сказать про Викторию Марчик. Знаешь, она такой Рекс, знаешь, такая прям боец такая, не уступает вообще. Не словить ее, не повалить. Молодец, с характером девочка. Так, Анастасия побегала, показывает 2 руки. Это значит что? Будет какой-то розыгрыш. Они знают, что это значит, но вот, конечно, подачка-то подкачала. Да, наверное, очень-очень хотелось сильно. Кстати, Настя тоже вот эти, как у нас говорится, бананы крутит. Наталья Мутяну начинает на рамолепие. И что? Пойдут ли девчонки из ФК Минска? Конечно, да, вот совсем с другим настроем, мне кажется, они вышли на второй тайм. Конечно. Кстати, ты знаешь, что, видишь, и девчонки с ФК Минска не останавливаются. Ой, с ФК Минска, извиняюсь, Динамо тоже нагнетают, и все равно эмоции. Вика Валюк на Карину в одно касание. Ну что, Карина Альковик? Хороший прострел, надо сказать. Да, видишь, чуть-чуть. Ну, потенциально, конечно, хороший, да? Опасный голевой. Аня Пилипенко там была одна. Аня Пилипенко хотела, наверное, сделать подачу, но не получилось. Так, и что мы посмотрим? Полина Малаева. Будет длинный удар. А нет. Розыгрыш, да, следует от своих ворот. Минск начинает, собственно говоря, чему их и учат. Вот Я думаю, и Андрей Пышник, и Владимир Шинтиков чуть ранее, да, не просто на отбой вперед, момент хороший, но Малаева выручает, да, свою команду. Знаешь что, Вика Валюк? Пусть уже готовит теплые вещи для ссылки в Сибирь, потому что второй момент и 100%, и, не знаю, либо это Полина Малаева. Нет, ну сейчас, конечно, вратарю, да, надо сказать спасибо. Да. Партнерам. Вика, знаешь, растранжирила момент, уже второй, это не есть хорошо, но, опять же, тоже Вика очень молодой игрок, и это не ее профильная позиция, поэтому мы можем на это списать. Да, и мы слышим, что у ФК Минска очень прям целая трибуна болельщиков. Вот, кстати, где болельщики Минского «Динамо», которые отличаются, да, своей голосистостью, да, своей многочисленностью. Мне казалось, что они должны сегодня девушек поддержать, но, видно, есть какие-то причины этого не делать пока. Знаешь, что как в начале матча, мне кажется, Андрей, по правую сторону сидят девчонки, да, наблюдают, но там и Дина Моша или Дина Даша, не знаю как, не познакомилась. Группы подготовки Андрея Махнача, да, Академии Динамо Минск, они, конечно, тоже со своими более, да, и опытными партнерами, не партнерами, как их назвать, в общем-то, девушками, за которыми следят, которым хотят подражать. Конечно, наблюдают, сегодня болеют за них. Да, ты знаешь, и очень активно ведут социальные сети девчонки, да, как ты говоришь, фотографируются, они их кумиры, хотят быть похожим на них. Это очень здорово, что так потихонечку, как говорится, помаленечку все
у нас набирает обороты. Так, что там было? Плохо видно. Виктория Марчик будет вбрасывать аут. На Аню Сас. Аня Сас. Да, все-таки вот хочу повториться, конечно, картина разительна, да, вот отличается даже вот если сравнить с окончанием первой половины и тем, что мы сейчас видим, ну, не знаю, как-то поддушивают так, да, горожанки соперника уже, да, ты знаешь, наверное, второй или третий угловой. По голове их не погладили, это точно, и что Аня Сас хотела пробить, но не смогла. Так, и что там? Мяч выходит от ворот. Как бы там ни голосовали игроки Минска, от ворот. Да, сейчас будут расставляться игроки. И тут, кстати, видишь, сейчас, Андрей, идут высокий прессинг, и девчонки из «Динамо» мячик теряют. Так, а вот на Валерию Богдан, Валерия на Эбби. Могла, конечно, мне кажется, развернуть, что и делает, вот, молодец, опыт. На другой фланг, на Викторию Марчик, но там Анастасия Шлапакова, что и говорила. Конечно, молодец, Настя бежит в прессинг, в отбор, и шансы не оставила на Виктории Марчик. Аня Сас на нее, Аня Сас вырывает, ну что, Анечка, ты сделаешь? Под себя убрала. Анастасия побегала. Пробить нужно поворотом, мне кажется. Анастасия побегала. Видишь, левоногая. И что? Эх, хотя могла. Надо отметить, да? Что? Да, сейчас как будто бы девчонки футболкой поменялись, Андрей, на мой взгляд. Уже столько моментов, да, столько очевидно, ударов. конечно. И вот этот удар, опять же, побегала. Ну вот мы не помним, единственное, вот этот удар, там, наверное, минутки на второй или на первой САС, да, и все. Сейчас побегала, уже пробила. И уже, да, все так по игре неоднозначно, хотя «Динамо» по-прежнему впереди 2-0. Здесь снова у нас споры такие. И прям над стадионом нерв вот это чувствуется, да, вот такие кстати, моменты. Андрей, вот этот момент, мне почему-то показалось, что не было фола, и она сама, ну, Лера, она не фолила намеренно, Валерия Богдан, но Карина упала, чуть зацепила, и тренерский штаб Каменска тоже апеллировал, потому что посчитали, как и я, что фола не было. Ну, оставим, наверное, на откуп, да, Виктору Зажевскому, нашему инспектору, он там за всем следит и, конечно же, в случае чего исправит, да, и укажет на ошибку арбитру, но матч в любом случае продолжается. Ну, я не знаю, да, по такой игре, наверное, можно гол ждать от Минска. Опять же, говорили мы, что подсела эта команда, да, вот, наверное, после получаса игрового времени, и вот сколько, насколько сил хватит вот этот прессинг идти горожанкам, как бы это хороший вопрос. Сейчас вот они уже на своей половине поля, да? Да, Прошло у нас 12 минут. Свалили Андрей на Аню Пилипенко, что-то, мне показалось, конечно, там, да, жестко ей сзади вставили под колено, и что там смотрим. Так, вроде все нормально, не идет, да, благо без каких-то серьезных травм, повреждений. Посмотрим, что сейчас Настя Линник будет предпринимать. Ну, я думаю, что такая дистанция. Мы уже вспоминали гол в ворота Зорки. Но была дистанция ближе. Мне кажется, просто сейчас эта подача будет на высокорослых игроков. Да, пласировочек. И что? Полина Малаева без проблем берет мяч. И что, Полина? Я бы ее, если честно, поторопила, потому что уже 12 минут сыграно, и девчонкам нужно отыгрываться, забивать голы. Так что Полина, ну, Сисе выигрывает, конечно, верховую борьбу. Милана Суровцева не добирается, и Анастасия побегала на Милану. Милана, нет, Вика Казакевич, конечно, мячик. Аня Сас. Прессинг работает, да? Да. Побегала, молодец, посмотрим. Сас мяч подхватывает. Ну что, надо этот последний пас отдать. Так Нет. просто Ромалепе не пройти. Головой снова. Да, и что мы слышим? Будут ли вообще замены? Замен пока вроде бы не наблюдается. Анастасия побегала. Но сейчас посмотрим. Кстати, Настя тоже может, как и Настя Линник, делать вот эти крученые ворота. Помню, даже в прошлом году она у нас такие забивала голы.
розыгрыш Да, все-таки. розыгрыш. И что? Богдан. Ага, вот ты он. знаешь, что, Андрей? Этот розыгрыш в прошлом году мы... Милана Суровцева! И что? Вот это Мунтян. Это, наверное, может быть сейв Это синей Мунтянище, игры. да? Конечно, да. Наташа молодец. Молодец. Двойной сейв, конечно. Вот сейчас Минску забей, да, на Да. 55-й, да, 54-й Знаешь, что минуте, Андрей, конечно, кажется, было бы сейчас. все очень и очень Да, напряженно. Но 2-1, и что? держит свою команду, да, Мунтяну в лидерах, Молодец, по-прежнему Наташа. уверенных лидерах. Честно, надо ей отдать должное, причем прям в упор ее расстреливали. Да, Но и опять опять же, же, для нападающего, ну кати ты мимо, зачем ты бьешь в нее? молодость, опять же, все та же молодость, да. Молодость, глупость, да, Андрей? Сколько мы уже сегодня, да, на нее Да. сетовали. Ну, конечно, вот для интриги было бы неплохо сейчас Минску забить, но что есть, то есть. Может быть, это еще не последний их момент. Так, аккуратно на Анастасию побегала, свалили, что и там сзади. Главное, чтобы не под колено. Если честно, Андрей, я, так как у меня у самой было 2 операции, когда вот сейчас я вижу, что девчонкам где-то сзади вставляют, и на Начинаются этом... фантомные боли, да? Ну, честно, я раньше, что ты понимал, когда... Ну, я видела, когда смотрела, например, мужской футбол, и вот это было, и я видела прям игроков уносили, я плакала, я тебе честно скажу, там. Это очень страшно. Я сама помню, как это было, до сих пор этот хруст в ушах. И что? Ничего. Могла быть перспективная атака, но ничего. И вот мы видим и слышим, что Юрий Малеев-то подгоняет, да, свою команду, Да, чтобы- быстрее разыгрывать эти свободные, несмотря на счет. Но это правильно, я считаю, молодец. Знаешь, не довольствоваться малым и забивать, и чтобы девчонки выходили в бомбардиры, и чтобы команда тоже голы забивала, все-таки свои какие-то определенные задачи, схемы отрабатывали. Поэтому я думаю, что это хорошо, но и Юрий Иванович тоже по характеру такой не любит проигрывать, то есть тоже надо отдать должное, это очень хорошее качество, как и для игрока, вот, так и для тренера, вот, и... Ну, здесь еще надо сказать про интенсивность, да, потому что, ну, моделировать ситуацию, которая в Лиге Чемпионов будет наверняка тренер, да, там-то легких прогулок не будет, когда Да, забил, да, за полчаса там несколько голов и отдыхай на своей половине. Слушай, да, и это очень хорошо, когда все время, да, наверное, тренер держит в каком-то тонусе игроков. Вот. Но, опять же, да, у каждого все равно по-разному, да, есть, которые молчат, да, есть, которые все время разговаривают. Ну вот мы от Андрея Пушника сегодня мало, конечно, слов, да, слышали? Нет, он тоже подсказывал девчонкам, и тоже там были моменты. Ну, Значит, не так громко, да, тебе, наверное, нет, не было ближе, слышно, да, я к не нему, было находясь, слышно. Да, слышно. то есть он и подсказывал, и... Как, и подсказывал... Здесь в игре, и- в общем, тоже Да, находится. да. Но... Может быть, только не столь эмоционален. Ну что, Мунтян, далеко вперед будет? Так, Да. далеко За вперед, центр Вику на Валюк. Валюк. Вика, сброс на Настю Линик на третьего хотела на Карину Ольховик, но не дошла. Не точно. Так, с Милана Суровцева на Аню Сас. Ну, видишь, тоже в большинстве на Аню Сас. Аня Сас с левой ноги. Хорошая на Ай, Смыкович ты знаешь, что не передача. поверила, Да, Наташа, не поверила. не стартанула вовремя. Да, не думала, Видно что было, да. не дойдет передача до нее, хотя Анечка, она молодец, и с правой и с левой ноги тоже у нее хорошие удары. Вот, да, мы слышим, что девчонки, болельщицы ФК Минска кричат, поддерживают. И что? Вот, Андрей, такая игра. Вот если бы ты был тренер, что бы ты предпринял? Ты бы делал бы какие, вот, например, сейчас замены? Ты бы атаку бы, да? Хочешь застать меня врасплох? Вот Нет, хорошая, кстати говоря, тему ты подняла. А кого вообще можно? Ну, Давай, да, озвучим. получается, да, если мы... Ну, кстати, готовится какая-то замена. Наверное, это... Ставить Динамо, да? Валюк меняет Да, Юрий да, Иванович. Виктория Валюк. Малеев
Да, но Викулю тоже нужно похвалить, она молодец. У нее были моменты, да, не реализовала, но за мячи цеплялась и нагнетала. Колет Фекнцана, вот та самая камерунская камерунский защитник, о ней мы уже упоминали, дебютировала она в прошлом туре в матче с Зоркой БДУ. Ну, в общем, да, отметилась 4 голевыми передачами, согласитесь, это немало, да, при 7 забитых мячах. Ну и, кстати, может тоже исполнить стандарт, вот, помню я хорошо, она там уже, когда Линник поле покинула, тоже подходила исполнять угловые. Да, очень тоже скоростная, шустрая такая, игрок, поэтому посмотрим. Из мини-футбола, да, кстати, кто пропустил эту информацию, она пришла в большой футбол. Мы сегодня говорили про вратарей, переквалифицирующихся, да, в полевых. Ну, теперь вот и такие вот идут еще и межигровые связи. Вот мини-футбол и большой. Ну что, вот она сейчас у нас с мячом, сейчас посмотрим. А там подкатит Посмотрим, мальчик. как мальчик, да, катится самоотверженно. У меня, Андрей, честно, с ней ассоциация только что она тигрица вот такая. Так, Ромалепе, что будет делать? Финтить, нет? А вот, кстати, молодец, увидела Аню, да, 1-1. Но Малаева на месте. И... Конечно, мне кажется, у Ани было время принять и в дальний закрутить, но она такое решение приняла, наверное, хотела побыстрее. Так, и что? Да, видишь, кстати, Андрей, ты заметил, что Аня Сас, да, падает вот в полуфланг, она, Аня Сас, уже уходит из центральной зоны, такие сменки они делают, футбольный клуб Минск. Так, Анастасия Шлопакова. Ну, Настя, что сделаешь? Ну, Анастасия Линник. Ой, Настя... Еще Слушай, ну, второй удар уже Пилипенко головой, да, в сегодняшнем матче? Тут согласна. Могла. Ну и она-то, в принципе, на ударной позиции уже 3-й раз оказалась. Да. Даже 4-й. Если вот все я хорошо запомнил с начала игры, да, и уже и ногой, да, дважды смогла пробить, и головой там в перекладину Кстати, вот крестовину смотри, попала. Андрей. Суровцева Да. на поле, Ей там не но дал. арбитр не свистит. Не свистит, и тренерский штаб ФК Минска негодует, и говорит, что вы делаете, товарищ судья, но, как говорится... Товарищ судья так... неумолим. Судья так видит, значит, он так расценивает момент. Вика Казакевич на Настю Линник, Настя Линник на Настю Шлопакову. Там есть забегание от Вики Казакевич, но Настя Линник, Настя Шлопакова какое-то решение принимает не очень точное. Так, и что? Кстати, смотри сейчас, да, какая там связочка на фланге легионеров, таких техничных, потому что Ромалепа тоже она такая очень специфическая игрок. Валера Богдан, Смыкоч. Кстати, Андрей, посмотри, какие зоны, да, появились. Можно убегать. Вот мы же там вспоминали про скорость, да, и про Побегайло. Тоже и Суровцева-то может, да, спортануть так, ну, серьезно. Согласна, Анастасия Линник. Так, рефери показывает, что мяч. Так, Анастасия Линник, попрошу без нецензурной брани, а то что это она. Так. Но опять же, да, часть футбола, как мы говорим, главное, чтобы в эфир наш не долетали. Знаешь, Андрей, вот уже Анастасия Побегайла уже немножко так, знаешь, на эмоциях чуть ли не... Судья, ты что творишь? Не видишь меня? В спину пихают, а ты даже не замечаешь. Да. Кашинская, да, но... Видно, все-таки сказалось то, что Лера Богдан пропустила много, да, и ей сейчас нужно набирать форму свою, игровую, физическую, но мы Леру хвалим и благодарим, она в любом случае провела хороший матч и много полезных действий сделала. Вот еще одна замена. Да, значит, Кашинская заменила Богдан, и Цверко у нас поменяла Елизавету Пинчук. Вот такие две замены сделал в этой паузе Андрей Пышник. Кстати, ты знаешь, что вот Александра Цверко, да, тоже очень юная футболистка, но очень тоже талантливая, и за ней тоже сейчас пристальное внимание, все следят. И
тоже будем за ней наблюдать, как она будет себя показывать, раскрываться, потому что она самая младшая в этой Да, команде. все понимали, наши зрители, ей 16 лет всего лишь. Да, это очень молодой возраст. И, ну, видишь, тренер доверяет на полчаса, да, выпускает ее. Даже... Я знаю, чуть-чуть что меньше. ее папа очень активен в социальных сетях, Очень, ты что, все это лайкает, прям- все комментирует. Андрей То есть, ну, самый- у нас, наверное, может быть, сейчас не смотрит, скорее всего, на трибунах находится, но я думаю, передал бы привет, да, если бы был где-то там Ну, ты какого-то знаешь, гаджета. я когда сейчас шла, он поздоровался, он прям такой самый главный болельщик, вот, и у него еще есть еще младшая доченька, она тоже занимается футболом, и, если честно, это очень здорово, когда такие родители, они поддерживают, так Аня Пилипенко, а там никого, кстати, знаешь, вот на самом деле тренеры Динамо говорят, да почему, блин, ну почему? Никого нету в этой зоне. Почему никто не идет, да? Потому что передача была очень хорошая, да. Аня сделала, а никто ее не поддержал, да? Ну и САС там, кстати, могли подсказать, что можно было одной сыграть и не отправлять мяч вот в касание в аут, потому что вот Динамо продолжает свою атаку. Да, посмотрим, Анастасия Линик. На Вику Казакевич, Вика с левой подачи, но там Эбби. Так, и что? Так, Аня Пилипенко, там с Викторией Мачи, кстати, аккуратно, потому что в прошлый раз они зацепились. Аня на Ромалепе, Полина Малаева тащит. Да, и видели мы Молодец, там... первая на мяче. Ну что, Полин, давай, что-то предпринимай, потому что у вас уже 20 минут осталось. Да, вот Виктория Марчик отскакивает. Кстати, видишь как, да? Это сразу в прессинг. Так, Сисена, Настя Линик одна. Все, уже девчонки из футбольного клуба Минска начинают раскрываться и... Ну, Кашинская все-таки успевает, да? Да, Шлапакова без мяча оставить. Ну вот Нзана, вышедшая на замену, камерунка, она на свою профильную позицию вышла, а Рамлепе по флангу вверх, да, чуть-чуть поднялась, и вот сейчас там могла там выйти 1 на 1. Ой, что-то там случилось, товарищ судья, обратите внимание. Что-то, видимо, с коленом. Да, это как раз таки Сейчас, Александра да, Цуркова, только про которого мы пришла. говорили. Главное, чтобы все там обошлось, Видимо, да, с ней. Божечки. Так, Александра, все. Что-то с коленом, наверное. Так, Андрей. Да, очень ей, конечно, больно сейчас, и тут и слезы, и все эмоции, да, очень Только такой вот, ой, Андрей, момент помню, я тебе вот говорила тяжелый, про это, да, и вот мы сейчас это видим, к сожалению, и видимо, девочки, ну, Тем более, что, организм, да, молодая молодой, совсем. может, какие-то, не знаю, нагрузки не выдерживает или что, переутомление. буквально сколько, минуты 2-3, может быть, Да, прошло, только да, вышла, и замены, сразу и видишь, все. нужно вынужденную замену делать. Поэтому мы пожелаем Александре крепкого здоровья, да, чтобы у нее все обошлось, чтобы это было... Ну, это колено не может. Хотя, мне кажется, все будет нормально, если так идет. Хотя, знаешь, Андрей, я уже на полставочки как доктор могу определить, что должно быть все хорошо. Ну и да, под аплодисменты на поле покидает Карина Причем Станкевич. динамовских Да. болельщиков. Ну тут уже, конечно, не надо, да, делить, тут уже, когда такое дело, тут все будут сочувствовать. Карину Станкевич Андрей Пышник подозвал, и сейчас будет еще одна замена, вот как раз-таки Цверко, травмировавшуюся, к сожалению, заменят. Ну посмотрим, угловой розыгрыш здесь Да, следует. розыгрыш от Ольховик, ну Динамо. что, И Сиссе нет, здесь оно Эбби, видишь, Да, Андрей? на высоте, во Опыт всех Эбби, смыслах. да. Берет свое. Вот, кстати, сейчас будет выходить Карина Станкевич. Она вообще центральный защитник, ее позиция, но ее Андрей Пышник использует как нижнего опорного. Поэтому... Так, мы посмотрим. Ромалепи делает передачу, и опять никого нет, Да, ты понимаешь? Точно. Да. Ну, цепляется Видишь, Настя Шлапакова, против Шлапакова. нее Кашинская, да, и Оту теперь уже в воздухе играет здорово. Итак,
Ну, прошло, да, вот это время, когда Минск прессинговал, когда Минск там и момент хороший-то имел. Да. Но сейчас вот эти зоны опять же открываются. за Да, спинами. они сейчас еще вот в меньшинстве, пока будет замена, пока там что-то с Александрой. Так, вот Анастасия Линик, может Настя что-то придумать, и что она делает? На Настю Шлапакову, Настя в одно касание хотела на дальнюю. Да, Андрей, и у нас замена. Да, Карина Станкевич вместо Александра Цверко. Анонсированная и вынужденная, к сожалению, замена. Ну, смотрим. Да. Сейчас еще будет готовиться и замена у «Динамо». Дарью Стешко будут выпускать в нападение. Только посмотрим вместо кого. Итак, Анастасия. Там наверняка или Ольховик, или Новикова Шлапакова. Здесь вариантов немного. Но Станкевич заняла, да, позицию, Да. как и ты и говорила, нижнего опорного полузащитника. Ну, видишь, да, у них вон тройка, они вообще ромбом таким играют, да, потому что смотри, Аня Сас как смещается в полуфланг. Так, и мы посмотрим, пока, видишь, Осмакович Наташа в нападении. Или вообще, если честно, да. Анастасия Новик на Вику Казакевич, Вика Казакевич. Так, на Настю Шлапакову, но не точно. Эбби на Кашинскую. Кашинская сама. Слушай, такая, да? Оба-на. Вот как грамотно Хорошо, корпус корпусом, да, сейчас поставила. здорово играет, Да, здорово, ну что, и есть второй пространство момент. перед Кашинской, ну было, да, но Новикова исправляется. Анастасия Новикова Еще одна в порядке. замена у Минска, Елизавета Гиба по 33-м номером. Меняет Аню Красикову. Да. Замена центрального защитника. Нужно торопиться девчонкам, но и Гиба это и делает. Ну а побегала снова, только уже с противоположной стороны. Нет, там Аня Сас Да, подает Сас, Андрею, конечно же, да. потому что с 71 правой, да, номер. Ей поднимает. удобнее, видимо, с правой ногой. Да, Анечка. И что там? Осмакович Наташа. Может тоже пробить, закрутить, но Настя Шлапакова блокирует удар. Выносит Карина Ольховик. Ну что, Карина, давай убегай. И Вот как мы раз смотрим, Гиба только как она вышла, и распорядится этими тяжело. моментами. Карина Ольховик забивает. Молодец, Карина. Я не сомневалась, если честно, что 3-0, Карина забьет. 61 минута. Ну что вы, гол, 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 гол! Игра Да, сделана. Вот теперь уже точно, Да, Андрей, однозначно. А казалось бы, да, ФК Минск подавал угловой. Ну, говорит, что тяжело девчонкам именно психологически, я считаю, собраться. Давай потому отметим, что- да, что как раз таки вот Новикова Настя, да, с Мунтяной Никол празднуют, выиграла эту борьбу, но с этого, да, все и началось. Да. И Заброс был вперед, вынос, да, ну и там уже Карина Ольховик воспользовалась здорово. моментом, убежала и забила гол. Молодец, Карина. Наши поздравления. Я считаю, что она сейчас является одним из лидеров нашей национальной сборной в атакующем фронте. Вот, и замена Андрея. Да, Стешко Настя выходит, готовилась она выйти на замену, но и Шлапакова меняет. Шлапакова Настя у нас отметилась вторым голом, давайте про это не забудем. Пушкой страшной, да, как мы очень уже сильный говорили. удар был. Поэтому Вот уйдет вперед на Побегайло, на центре. Павел Станкевич, ну, да, вот Безадресная передача, видно, что еще пока не вошла, да, Карина в игру как следует. ну да. Но Динамо до этого абсолютно никакого дела нет, у них все получается сегодня. Все, ты знаешь, Андрей, да, они уже спокойно все делают свою, говорю, нарабатывают какие-то связи свои. Вот Карина Ольховик, молодец. Делает подачу. Там Даша, кстати, вот, надо отметить тоже, да, Даша Стешко, она такая, играет столба. Там, так, Анастасия Линик на Карину. Ну что, Карина, финти, ну. Ну давай финти, ну молодец. Ты знаешь, что, Андрей, очень мало финтов, на мой взгляд, очень мало. Анастасия Линик подачу, и там Марчик. Мячик. Так, первая, и подача, Кашинская. На Оту на Милану Суровцеву. Милана, что сделает Милана?
Да Виктория сложно ей Казакевич здесь, конечно, убивает. было, там так просто Вику не Ну, пройти. ты знаешь, мне кажется, Андрей еще, знаешь, уже силенки тоже покидает, потому что в обороне тяжеловато играть, да. А еще нужно нагнетать, атаковать и, кстати, вот. Ну и что, Милана? Руку, да. Рука я была щас так, не- что-то там с Викторией Да. Казакевич. Что Нам такое? еще одной травмы, да, не хватало. Наверное, наступила или что? Наверное, если говорят, да, держаться, что-то, видимо, какие-то уже были у Викули там травмы, пятки или что мы видим, бежит, хромает. Но, если честно, эти, конечно, травмы, все стыки, такое дело. Ну что мы еще сегодня от Минска увидим? Еще хороший момент создадут? Должны, я думаю, да? Ну, не знаю, какой-то гол приличия. Ну что, Аня Пилипенко вот сама... Молодец, Аня, хороший удар. Да, видишь, Андрей, что я Да, она говорила? сегодня заряжена на ворота, Ну, это очень однозначно. хорошо, да, когда... Еще бы. Родом Лауди. Готовится выйти на замену. Да. Да, Андрей, как ты думаешь, вместо кого? Она такая больше в центре поля. Итак, у нас аут, Виктория Казакевич, да. Мне кажется, будет на Карину Ольховик. Либо, нет, вот видишь, сменка у них на Настю Лини... нет, Карина Ольховик. Да, Я, насколько что помню, Рода в видно. этом году на фланге больше Подача, все-таки выходила. да. Да, играть, может быть, и Ольховик как раз-таки и заменит. Ну, видишь, Юрий Андрей, Иванович. уже подсели девчонки, да, из ФК Минска, Карина подача. Все уже. Как говорится, сейчас уже только... Группировали штрафной, да? Да. Девчонки с Динамо. Ромалей. А, видишь? Они, кстати, тоже знают, что очень хорошо дружат. Посмотрим тоже, что нам в оставшиеся 10 минут покажет этот игрок в атаке. Ну, она в этом сезоне как футболистка ротации используется, поэтому Ты знаешь, я здесь думаю, что 10 минут как раз вот в Лиге Чемпионов выдались. могут легионеры все играть, поэтому, возможно, и на Лиге Чемпионов будет в основном составе. Так, ну что? Наташа Мунтяну на Карину Ольховик и там Кашинска. Слушай, ты знаешь, что, Андрей, Кашинска, да, заряжена тоже? Такая молодец, вышла сразу. Ну что, так. На Оту. На кого? На... Щиток у кого-то выпал, да, и на поле виден. Да. Чего только не увидишь, да? Главное, чтобы не Бутса, Андрей, потому что, представляешь, Бутсу потерять и потом пойти играть. Без бутса уже будет посложнее. Ну что, Андрей, как ты думаешь, у нас еще команды покажут Ну нам вот угловой голы? сейчас будет снова. Ты думаешь, ты понимаешь, как могут подавать гол, да, и тут надо быть аккуратно, потому что может быть сразу контра и в свои ворота. Да, так я это имею в виду. Тут или Аня в те ворота, или в другие. Розыгрыш, да, пошел? Да, она побегает на Сас Аню. Аня Сас. И что будет бить? И в руки Натальи Мунтяну. Итак, что Динамо сделает? Есть... могли, кстати, в контру убежать, но нет. Легионер Динамо посчитал, что нужно сохранить. Карина Станкевич на Кашинскую. Ты одна, спокойно, да? И что ты сделаешь? На Анастасию побегала. Так, что-то, кстати, вот Анастасия побегала. Мне от нее больше активности, если честно, такой хотелось. И... Да. Ну вот, видимо, смогли, да, динамовки как-то ее из игры сегодня выключить, да, почти мы ее Андрей, и не мне видели. кажется, что они, разбирали, да. Само собой, конечно. Сегодня ей почти что ничего не позволили. Да, потому что, как бы, только я... Один удар, вроде был 2, и все. Конечно, от Насти это, я считаю, будущая наша звезда, и от нее хочется большего. Так, и вот теперь
Атака Динамо. Карина ходит против Эбби, но я могу сказать, по-моему, чисто. Против Эбби так просто не сыграешь. Так, штрафной удар будет. Кто будет бить? Странно, почему не Анастасия Линик, потому что обычно она, да, видишь, умеет. уже и у нее появился в команде конкурент. Конкурент? Да, для исполнения этих самых стандартных положений. Итак, мы посмотрим, что сейчас в Мулауди, да? Будет. Так, слева, ага, видишь, с левой ноги крутит. Ой, слушай. Какой момент, там мяч заметался в Мог штрафной. быть бы гол. Даже в площади ворот, но до 4-го гола дело не дошло. У Динамо мяч остается, Линик лицевой, ну что, надо простреливать Настя здесь. И что? Хороший прострел, но играет здорово Реджина Оту. Так, И Наташа причем получилось точно Смыкович на Суровцеву. Так, пяточки уже пошли. Я люблю такой футбол, но, девчонки, вам нужно 3 мяча отыгрывать. И что, Вика Казакевич мяч выбивает. Практически нас с тобой, да, Ты в знаешь, активное Вика действие Казакевич, конечно, включила. сегодня практически не дала ничего сделать со своего фланга. Так, Кашинская на Смыкович Наташа. Ой-ой-ой-ой-ой. Это фол. Так, какие-то у нас неполадки. Ну, Аня Пилипенко просто любит с арбитрами поговорить. Собственно, они... А кто не любит, Андрей? Да, но она прям вот выделяется в этой, как бы, в этом ряду футболисток, да, и, конечно, нужно с этим повнимательнее быть, как-то так, наверное, рефери даже и лояльно относится сегодня. Ну, кстати, да, я не сказала, что он как много карточек дал. Очень даже все дает играть. И так, Анастасия Линик на... Так, и что? На Карину Ну Ольхович. что, Ольхович побежит от Там Эбби? Нет, там опыт. Андрей, ты что? Там стена, ставлю ливерийская стена. все, как говорится, все, что можно. Не так и много времени, у нас до конца игры остается 4 минуты основного времени, ну и то, что рефери компенсирует, да, была у нас там вынуждена замена Александра Цверко, и другие были паузы для рокировок главных тренеров, ну поэтому я думаю, что минуты 2 набросит Линик. Так, Анастасия Линик на Викторию Казакевич. Подача Виктория. будет от Вики, Будет 100%. подача. Ну, там Аня Сас. Все Подборем. перекусывает, молодец. Кстати, ты видишь, Андрей, в основном идет игра, да, правым флангом Динамо и левым флангом ФК Минска. Когда по нашей бровочке они атакуют и бегают. Так, аут Анастасия Линик. Анастасия подача и Аня Сас опять. Молодец. Так, там Рода выиграла мяч у Марчик. И что, Сисе? Сисе Можешь есть пробить, пространство, Сисе? да. Нет, Сисе разворот, кстати, молодец. И Анастасия Линик подача. Блокирует. Так, Виктория Казакевич вновь подача. Аня Сас опять головой. Аня Пилипенко. Так, Аня Сас и так. Ну что? Наташа Смыкович, ну зачем назад, ну? Все, пошел. Да, и сразу потеря. Да. Анастасия Линик спокойно на опыте, молодец. И что, Настя? Ну, чуть-чуть Не Ольхович, да, взаимопонимание, видимо, не нет, поняла да. задумку партнера. Да. Поэтому мяч уходит за лицевую. Малаева тоже не торопится, ну торопиться уже некуда. Разыгрывает она сейчас с Гибой. Ну, Свободный удар. Ты знаешь, что я даже не знала, что у Гибы такая длинная передача. Вот, кстати, Анастасия побегала. И что, Анастасия? Смещается в центр, Ну, надо Настя, передачу что ты? делать. На- Смыкович, ну тут для Мунтяна это, Был конечно, удар, семечки. но в створ, да, Андрей, удар. Но
как ты говоришь, да. Это семище. Там же надо было помнить, что там Мунтян есть, да, не просто пустые ворота. Там же Мунтянище. Да, она сегодня подтвердила свой, Да, Андрей, в общем, согласна. статус. Осталось, наверное, уже минуты 2-3, да? Добавить, я думаю, 2 минуты максимум. Вот, и Динамо уже можем поздравлять, да, с Да, победой. команда, конечно, доказала свой чемпионский статус, в общем-то, и амбиции, да, и самое главное дала понять, что вот к вот этой своей вершине она никого, даже Минск, обновившийся даже с легионерами, которых еще, я думаю, добавится, да, ближе к Лиге Чемпионов, подпускать не собирается. Ну, 3-0, явное преимущество команды. Уверенная победа, я тоже согласна с тобой, Андрей, могу сказать. И, конечно, у ФК Минска были моменты, да, но не такие уверенные. И... Ну, опять же, если сравнить, да, вот с той игрой с Суперкубком, то, в принципе, девчонки еще больше возмужали, да, мы Да. уже очередной раз, наверное, да, это говорим, ну и очередной раз говорим, и повторяемся, что в правильном направлении развиваются под руководством Андрея Пышника. И это очень хорошо. Но опять же, да, это игра чемпионата, это у них первая игра между ними. У них еще игры будут, встречи. Я думаю, что девчонки не будут просто так, да. Ну, мне кажется, никакая команда не будет просто так выходить и сдаваться. Но я думаю, что эти две команды — это борьба за чемпионство. А Ну, вот и... Да, вот, знаешь, есть такая Наташа поговорка, Мунтянова. техничный вратарь — это приговор Это- команде. Это беда для команды, но Да, она или беда. показывает спокойно. Ну почему вы паникуете? Все же хорошо. Ну потому что и скучно там, наверное, стоять. Ну, понимаешь, это чуть-чуть так рискованно, и, может быть, сейчас, да, в этой ситуации это можно понять, но в будущем... Андрей, наверное, Не может знаю. позволить, не знаю, может опыт там, как за плечами какие-то награды. Вот, сейчас, мне кажется, будет замена... О, смотри. Ну, и Мунтян вот она. все-таки ошибается, ну и что, здесь снова Суровцева не везет, ну а пенальти ставит, и Пенальти. желтая карточка Да, вот, Наталья Мунтяну. Не, ага. Кстати, ну, блин, не Вот знаю, так вот зачем. компенсированное время уже... Ну, опять же, привезла этот пенальти в свои ворота Мунтяну. Вот только мы пошутили по поводу нее, но она здесь, Ну конечно, да, что-то- уже не до шуток, и Это вот, ошиблась знаешь, грубо. Андрей, мне вот Черданцев дал такой совет. Нужно быть уверенным, но не самоуверенным. Мне кажется, это уже была какая-то самоуверенность. Единственное, здесь... Да, я согласен, здесь, конечно, наверное, удалять надо было вратаря. А вот и Эбби Потому бьёт. что, ну, она просто не позволяла уже в пустые ворота мяч вести, Знаешь, поэтому слишком уж лоялен арбитр. Да. Давай вспомним, что Пилипенко-то не удалили в Суперкубке, хотя она там наиграла вместе Да. с Марчик на удаление. Вот Но только хотела сказать, Эбби- Андрей, мне только хотела сказать, мне кажется, не забьют пенальти. Эбби Вот, не и- забила его. 3-0 счет у нас остается. Да, Ну вот еще будет замена, да? Юля Дубин меняет Карину Ольховик. Мы благодарим Карину и поздравляем, и хвалим, потому что она молодец, провела хороший матч. И гол забила. Третий гол, хороший гол. Вот, Карина, опять же, повторюсь, большая молодец, красотка, красава. Вот, и мне кажется, скоро будет уже финальный У нас свисток. очередной пенальти, а вот так для любителей статистики, не реализован. В первом туре у нас в чемпионате было 3 пенальти, все не забили. Вот сейчас уже 4-й. Да. Интересно. Ну что, Анастасия... нет. Фол. Пол в атаке. Ну да, Андрей. Что, мы будем поздравлять уже Ну, потихоньку, уже это, да? собственно говоря, сделали, да, у нас последнее мгновение этого Подведем матча. итог черту, как говорится, да. Кратенько по игре. То, что девчонки из ФК Минска тоже на хорошем уровне провели этот матч, но видно, что они еще неопытные, им еще все же нужно расти, набираться уверенности, опыта психологического, в том числе и игрового. Вот, девчонки из Динамо молодцы, как обычно, на своем хорошем уровне. Кстати, знаешь что, Андрей, вот я говорила, что прошлые туры они не очень, да, играли, как-то вот очень много брака не получалось, а вот сегодня, видно, Ну, сложно настроиться на оппонента, Нет, ну да, хорошо, который ну, например, заведомо слабый. Герона, Зорка, ну, как бы, ну, понимаю, конечно же, они слабее, но не
прям намного, чтобы прям уже так, знаешь, выходить и, как говорится, спустя рукава, либо с закрытыми глазами играть. Нет, все равно я уверена, что Юрий Иванович настраивает девчонок. Но, тем не менее, проблемы были, да, сегодня команда от них избавилась. Ну, Да-да-да, в общем-то, звучит финальный свисток, 3-0, победа «Динамо». Ну, на лицо, да, никто в ней не сомневается. Давай отметим, что Анастасия Линник, ее тезка Шлопакова, ну и Карина Ольховик забитыми мячами отличались. Вот Аноми в конце игры пенальти не реализовала, могла счет размочить. Интересный, я думаю, матч, да, сегодня мы посмотрели. И вратари чудили. Было все. Практически все, только хорошо, что без удалений обошлось. Будем желать Саше Цверко здоровья, да, чтобы все там у нее обошлось. Ну, этот эфир для вас, в этом эфире для вас были Анастасия Харланова. Благодарю, Настя, за Спасибо, участие, я тебя тоже комментатор благодарю. Андрей Ильина. Всего доброго, друзья, мы с вами будем потихоньку прощаться. Благодарю вас, я тоже, дорогие болельщики, за то, что были с нами, за то, что смотрели, вот, и ждем вас на следующей трансляции, в следующем туре. Вот, всем прекрасного вечера, до свидания. Всего доброго.